Глава 12. 7 позиций поражения. Здесь приведены 7 отношений или так называемых боевых позиций, которые приведут вас к поражению. Закрепитесь на них, и вы не будете иметь победы никогда. И уж наверняка вы не сможете быть воинственным христианином. Позиция номер 1. Неверие. Первое – это неверие, это отсутствие веры, сомнения и недоверия. Если вы говорите «О, Бог не может сделать этого» или «Бог не хочет этого делать», то вы заняли эту позицию поражения. Заняв такую позицию на работе, вы можете затем принести ее в семью и наоборот. Некоторые люди хотели бы привнести свое неверие и в мою церковь, но я все время изгоняю вон этот упаднический дух. У нас в церкви 17 двойных дверей, и когда я говорю «вон», «убирайся прочь», мое требование нетрудно исполнить. У нас будет вера в Бога. У нас не будет неверия. Библия показывает, что неверие – это недостаток веры. Библия говорит нам, что Иисус не совершил там много чудес по неверию их. Читайте Евангелие от Матфея, 13 главу, 58 стих. Один раз ученики Иисуса хотели изгнать демона из эпилептика, но не смогли. Отец мальчика привел его к Иисусу, который запретил демону, демон вышел из него, а мальчик полностью исцелился. Затем ученики спросили Иисуса, почему они не смогли изгнать демона? И Иисус ответил: «По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Матфея 17:20. Иисус дивился неверию, которое он встречал. После его воскресения и явления 2 ученикам, шедшим по дороге в Эммаус, и затем явившись 11 ученикам, он укорял их и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Евангелие от Марка, 16 глава, 14 стих. Мы правильно делаем, обращая внимание на то, что огорчало Иисуса. Неверие показывает ожесточенность сердца. Это не доставляет Богу удовольствия. Господь подкреплял слова знамениями и чудесами, когда ученики показывали свою веру. Неверие будет вам помехой в проповеди Евангелия, в действии даров Святого Духа. Вы не сможете изгонять демонов или говорить новыми языками. Конечно, вы не возлагаете рук на больных для исцеления, если вы находитесь в неверии. Вам не выиграть ни одного сражения за Господа, если вы находитесь на позиции неверия. Позиция номер 2 – эгоизм. Чрезвычайно легко направить все свое внимание на свою персону, на ее хорошие стороны или плохие. «Я такой, и я этакий, и я там-то», «я грустный и отверженный», «я злой» или «я счастливый». Мы не должны быть зациклены на самих себе. Лучше зациклиться на Боге. Это приведет к тому, что мы будем сосредоточены на нуждах других людей, на том, чтобы позволить Богу и милости Божьей изливаться на нас, обиженных, раненых и голодных людей. Дьявол хотел бы сосредоточить все наше внимание на созерцание собственных пупков, как учат все восточные религии. Он хотел бы, чтобы мы носились со своими чувствами, как курица с яйцом, чтобы мы могли почувствовать себя обиженными и отверженными по всяким пустякам. Если это не получается, тогда он пытается заставить нас сосредоточиться на наших телах через болезни, привязанности к еде или питью, или чрезмерному сладострастию. Многие христиане даже не понимают, что они эгоистичны, потому что центр их внимания не на эмоциях и не на своем теле, однако они эгоистичны, если бегают из собрания в собрание, чтобы их всюду благословляли,
вместо того, чтобы закрепиться там, где им укажет Бог, и работать для Царства Божьего. Апостол Павел предостерегал от этого, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 2 Тимофею, 4 глава, 3-4 стих. В наши дни при изобилии церквей, теле- и радиопрограмм, семинаров очень легко впасть в духовный эгоцентризм. Нет ничего предосудительного в посещении собраний и просмотре христианских программ по телевизору. Однако, если вы все свое время проводите в поиске духовной пищи и постоянно охотитесь за новыми откровениями, хотите какого-нибудь лакомого кусочка духовной пищи, нового и нигде не виданного, тогда вы сосредоточены на самом себе. 5 служений были основаны Иисусом для совершения святых, не для того, чтобы сидеть и толстеть бесконечно. Дело служения – это великое повеление. В Евангелии от Марка в 16 главе с 15 по 18 стих мы читаем: «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Позиция номер 3. Компромисс с этим миром. Большинство сегодняшних церквей мирские. Христиане смотрят мирские или даже безбожные телевизионные программы и кинофильмы. Христиане участвуют в государственных лотереях и играют в бинго. Кажется, что многие люди приравнивают друг к другу законность и духовность. Если правительство говорит, что это законно, то христиане думают, что все в порядке с порнографией, азартными играми или даже убийством неродившихся детей. Аборты. В Америке сегодня то, что законно, не всегда правильно, и то, что незаконно, не всегда неправильно. Законы правительства не заменили Божьей морали. До тех пор, пока мы не можем сказать «я не от этого мира», до тех пор, пока мы, как Авраам, не будем пилигримами и странниками в этих мировых системах, мы не будем эффективны для Царства Божьего. Земля со всеми своими ресурсами принадлежит Господу, но мировые системы не от Бога. Мы часть этой планеты. Бог создал ее для человека, чтобы он жил на ней и наслаждался. Однако системы, которые все еще правят миром, в большинстве своем очень сильно отражают влияние сатаны, искажаются, разрушаются и извращаются Божьи принципы управления, здоровья, культуры и образования. Сам Бог построил тот город, в котором живем мы. Иисус сказал, что Его Царство придет не из системы этого мира. У Него совершенно другие принципы правления. Царство, которому принадлежим мы, совсем другой природы, нежели системы этого мира. В Евангелии от Иоанна, в 18 главе, в 36 стихе, Иисус говорит: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Мы не должны приспосабливаться к этому миру, но мы должны преобразовываться обновлением наших умов, чтобы мы могли различить, что есть благая, угодная и совершенная воля Божья. Итак, если ты хочешь жить в поражении,
то и подражай во всем этому миру. Позиция номер 4. Ранить других. Четвертая позиция поражения – это обижать других людей. Есть люди, которые намеренно обижают окружающих. Они специально говорят вещи, которые задевают других людей. Нам нужны новые отношения, нам необходимо занять новую позицию. Мы должны зарубить себе на носу, что мы не будем обижать других, если только это возможно. Существует масса вещей, о которых можно говорить, не затрагивая других людей. Говорите о погоде, она постоянно меняется. Говорите о чем угодно, только оставьте в покое людей. Вы бы сильно удивились, если бы узнали, сколько людей, сотни, не единицы, пишут мне, требуя, чтобы я исправил церковь и весь мир. Некоторые даже пишут, чтобы я исправил самого себя. Относительно ситуации с Джимом Бейкером и скандала с Джимми Сваггартом, они пишут: «Почему вы не вмешались в это дело и не сделали что-нибудь по этому поводу?» Вот почему я этого не сделал. Когда я молился об этой ситуации и последствии их падения для церкви, Господь сказал мне, чтобы я держал язык за зубами, сердце открытым и молился за этих людей. Я так и сделал. Те люди, которые говорят очень много, не слишком помогают на деле, но молитва во всякое время и по всякому поводу помогает всегда. Я занимаюсь не тем, что без конца обижаю и задеваю людей. Это не мое задание. Мое дело исцелять и менять людей. Это должно стать и вашим делом. Давайте не будем обижать и задевать друг друга. Пусть у нас не будет этого критического и осуждающего духа, который обижает других. Послание к Ефесянам 4:32 прекрасно говорит об этом. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Позиция номер 5. Страх. Если мы боимся, страх преследует нас. Мы боимся вчерашнего дня, мы не можем забыть прошлое. Мы боимся сегодняшнего дня, потому что не знаем, что нам делать. Мы боимся завтрашнего дня. Он придет, а мы не знаем, как приготовиться к нему. Бог не создал человека с духом страха. И, конечно, если вы рождены свыше, страх не является частью нового творения. Ибо дал нам Бог духа не боязни, страха, но силы и любви и целомудрия. Просто скажите: страх прочь, страх уйди во имя Иисуса. Библия говорит, что в страхе есть мучение, а вам нет нужды мучиться от страха. Вы потерпите поражение, если внутри полны страха, а обвиняете в этом всех и вся. Позиция номер 6. Непрощение. Вы должны прощать для того, чтобы победить. Вы должны научиться избавляться от того, что с вами произошло. То, что с вами случилось, гораздо менее важно, чем ваша реакция на происшествие. Вы выбираете, помнить вам обиду или нет. Если кто-нибудь обманул вас, вы должны просто сказать: «Хорошо, ты прибавил мне науки. Я, конечно, должен буду заплатить, но зато я извлеку урок. Образование иногда стоит дорого, но ты должен избавиться от непрощения, в противном случае оно засорит артерии сострадания. Непрощение будет мешать воинственной любви, а это украдет победу». Я встречал людей, чьи родители уже умерли, но они продолжали их ненавидеть. Это все равно, что ненавидеть дерево за то, что оно уже не плодоносит. Ненависть – это вообще ненужное чувство. Неважно, жив ли тот человек, на которого вы держите зло, умер ли, вы должны избавиться от ненависти. Прощать – это для вашей же пользы. В большинстве случаев непрощение не трогает того, на кого вы держите обиду. Однако это влияет на вас,
на ваше умственное, эмоциональное, физическое и духовное здоровье. Освободи этих людей, позволь им уйти. Прощение рождает забвение. Прости и забудь, и иди дальше по жизни за Иисусом. Позиция номер 7. Неподатливость. Есть семьи, в которых одни хотят поднять других, но эти другие мешают им. Они удерживают всю семью от благословения. Есть церкви, в которых 3 или 4 диакона, которые никогда в жизни ничего не имели и хотят, чтобы никто в церкви ничего не имел. Когда требуется отремонтировать здание церкви, они говорят: «Мы можем с этим подождать еще годик». Если кто-нибудь предлагает организовать большую евангелизацию, они говорят: «О, мы не сможем оплатить это». Будь помощником, когда предлагают хорошие вещи, не будь обструкционистом. Смотри, как ты можешь помочь, а не как ты можешь помешать. Не старайся найти причины, чтобы не делать что-то. Лучше найди несколько причин, почему ты должен был сделать это еще вчера. Библия предостерегает, чтобы мы не стали препятствием на пути распространения Евангелия Христова. Лучше все, что ты делаешь, делай от всего сердца. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, говорится в послании к Колоссянам, 3 глава, 23 стих.